Регион, в котором расстояния между селами измеряются не километрами, а днями пути, где по дорогам можно проехать лишь несколько месяцев в году, всегда держался на воздухе, на старых, но надежных самолетах, которые в любое время могли доставить человека в больницу, отвезти ребенка на соревнования или вернуть домой. Но сегодня этот воздух стал роскошью, до которой многим не дотянуться. Если для москвича самолет — это выбор, то для якутянина — единственная дорога. После 2022 года, когда санкции обрушились на страну, ситуация в Якутии изменилась не просто в худшую сторону. Она проваливается в пропасть. Западные поставщики прекратили поставки, запчасти стали недоступны. Самолеты, которые и раньше летали из последних сил, начали простаивать. Маршруты сокращаются, расписание рушится, рейсы отменяются. Весной и осенью, во время распутицы, авиация становится последней надеждой. Но именно в это время билеты вырастают в цене. Сегодня билет из Якутска до отдаленных улусов может стоить от 30 до 40 тысяч рублей. В обычные периоды, то есть летом и зимой, от 20 до 35 тысяч рублей. Для сравнения, с Якутска до Москвы можно улететь за 13-19 тысяч, а в Пекин или Дубай и вовсе дешевле. Получается, что жителю Среднеколымска или Батагая проще улететь за границу, чем к своей матери в село. Это при том, что зарплата в улусах редко превышает 40 тысяч. А если у семьи трое детей, это делает передвижение внутри республики фактически недоступным для большинства. Летать по Якутии — это одно из самых дорогих направлений не только в России, но и по мировым меркам. В мире авиаперелеты давно стали массовыми и дешевыми. В Европе летают из Берлина в Париж за 30-40 евро. В США с Лос-Анджелеса до Сиэтла от 80 до 130 долларов. Внутри Китая с Пекина до Шанхая с 60 до 100 долларов. Это в 2-3 раза дешевле, чем внутренние рейсы по Якутии. И зарплаты там куда больше наших. Флот полярных авиалиний, старый как сама проблема. Ан-24, Ан-26, Л-410. Машины, которым по 30-40 лет. У Ан-24 срок службы 45 лет, но при нынешних нагрузках и без запчастей они давно превысили все разумные пределы. В феврале 2024 года один из бортов садился с отказавшим двигателем. Рейс авиакомпании «Полярные авиалинии», следовавший по маршруту Зырянка-Якутск, завершился аварийной посадкой на одном двигателе. Пилот воздушного судна принял решение отключить правый двигатель после того, как в ходе полета было зафиксировано снижение уровня масла. Посадка прошла благополучно. Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа нет. Такие случаи поднимают вопросы о техническом состоянии воздушных судов и обновлении парка. Почему авиация Якутии держится на везении и техникой из прошлого? 15 апреля 2025 года Айсен Николаев официально заявил: новых самолетов в этом году для Якутии нет. Обещанные ранее суперджетов и Ту-214 не будет. Не потому, что республика не нуждается, а потому, что никто не может или не хочет решить проблему. А ведь в планах по закупке числится 12 самолетов. Ту-214, которые так и остаются на бумаге. Мы не требуем невозможного, не просим фантастических технологий, не мечтаем о сверхзвуковых рейсах и комфорте для избранных. Мы всего лишь хотим иметь возможность добраться до места, где нас ждут, где нужна помощь, где продолжается жизнь. Сегодня в Якутии каждый вылет превращается в сложный выбор между необходимостью и ценой, потому что билет может стоить половину месячного дохода, а иногда и больше, чем все накопления семьи. Вывод здесь не в эмоциях, а в реальности. Если государство действительно считает республику частью своей страны, оно обязано обеспечить нам такую же связь с миром, как и другим. Не позже, не хуже, не когда-нибудь, а сейчас, потому что дальше просто некуда откладывать. Пока все это продолжается, мы все сильнее чувствуем, что от нас не только прячут развитие, а оставляют в статусе дальних, труднодоступных и, похоже, уже не очень нужных.